Есть определенная категория людей, которая чаще всего теряется в лесу. Это дети и люди пожилого возраста. Так считает спасатель первой категории службы спасения Роман Крутихин. Есть определенное количество категория людей, которые теряются в лесу. Это люди дошкольного возраста, потом школьники и пожилые люди. В эту же категорию входят инвалиды, душевно больные. И туда же пошли туристы, велосипедисты, альпинисты, скалолазы, охотники, грибники, ягодники. Изначально, когда собираешься в таежную местность или вообще за пределы города выезжаешь, надо, если ты турист, то ты должен регистрироваться в КСС, это контрольно-спасательная служба. Она находится при нашей службе. Как теряются люди? Погодные условия им могут помешать. Либо чересчур много выпитого алкоголя. Потом здоровье тоже, нарушение здоровья. В 2012 году был у нас такой случай. В Тиксе потерялись два охотника. Они уехали на двух снегоходах, Ямаха и Скидуха. И 11 дней они пробовали, получается, в тундре. Вот. Такие поиски в районе Тикси проводятся только авиацией. И вот практически на протяжении 11 дней мы летали, их искали и нашли на 11 день. Они поехали на охоту, получается, в Пургу. Соответственно, не взяли с собой ни GPS-возвращатель, не сказали родственникам, в какой район поехали. И с собой мало количества бензина взяли. Таких случаев ежегодно фиксируется более сотни. И теряются не только взрослые, но и дети. Тем летом потерялась Чекитова Карина. Поиски были усложнены тем, что не знали направления, куда девочка пошла. Поздно обратились родители, нашли потом след с кинологами, и объездом там в двух местах следы нашли. Определили примерно район поисков и цепью с милицией, с местным населением, спасатели, всей группой, около 40 человек. Лес, только начали прочесывать, метров 50 прошли, и в качкарнике нашли девочку. В обессиленном состоянии была, без обуви, мокрая, холодная. Заблудиться в лесу очень легко, особенно если ты не подготовлен к походу. В лес необходимо с собой брать, мы сейчас живем уже в веке инноваций, желательно брать с собой GPS-ку. Сейчас это для всех доступно. Либо GPS-возвращатели есть, они недорогие, стоят от 1000 рублей. Как макет у нас есть, получается, электронный компас и GPS-навигатор. Это более-менее современные, но они есть и попроще, в котором может разобраться даже человек в возрасте. Потом для туристов необходимо с собой, даже для новичков, брать с собой веревку, так как, возможно, придется натягивать переправу для спасения человека из команды. Или те же самые носилки связать из них можно уже, как минимум. У каждого грибника, ягодника, охотника должен быть комплект таблеток. Это, желательно от живота, обезболивающие, кетарол, кетанов, которые разрешаются в аптеке, самые серьезные, мощные, получается, и бинты. Соответственно, чтобы противопоказаний не было. Ножик должен быть у каждого туриста. Нож надо с собой брать в лес для элементарных вещей, так как надо, например, потерявшемуся построить укрытие, добыть себе какую-то элементарную пищу, вырыть корни. Он может заменить в данной ситуации все. Заблудившись в лесу, не стоит паниковать. Если это не ночное время суток, то можно попытаться выбраться из леса самостоятельно и без GPS-навигатора при помощи народных ориентиров. Природных признаков нельзя ориентироваться по одному. Их как минимум должно быть 3. Это по муравейнику можно ориентироваться, по склонам деревьев, там потом можно по деревьям по своим ориентироваться. Если деревья будут стоять в тени, тут не определишь, где север, где юг. Определишь именно там, где будет чистое поле, и солнце будет светить на дерево со всех сторон. Получается, с какой стороны больше светит солнце, туда растут ветки у нас. А с другой стороны, где нет веток, там у нас север. По муравейнику, где больше, получается, пологий склон, это значит у нас юг. Где
вертикальный наклонный склон – это север. По склону деревьев, получается, если склон, на нем, например, много травы или какого-то кустарника, то это, скорее всего, южный склон. А если он голый и пустой, это северный склон. А можно делать зарубки, если у вас есть топор, если вы потерялись. Можно взять ленту бело-красную, называется волчатник. Она продается в любых хозмагазинах. Вот, ее достаточно завяжешь, она видно издалека ее. И вот, и обратно всегда можешь прийти на свою точку, где ты до этого был.